Как служат бойцы из Башкортостана в зоне спецоперации? Какие вопросы возникают и как они решаются, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Это Артур Юмагужин, советник главы Республики Башкортостан по взаимодействию с войсками Национальной гвардии. Артур Гальмьянович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы буквально недавно вернулись из зоны спецоперации. Естественно, вот какие новости? Я понимаю, что мы видим официальную, статистику и так далее, но именно хочется из первых уст услышать. У нас Росгвардия Российской Федерации. Выполняем очень серьезные задачи. Ребята с батальона Салавата Юлаева, 116-я бригада, который очень на сегодняшний день такой боевые командиры. И, кстати, наш генерал тоже из Башкортостана, с Еремикеевского района. И с хорошим настроением, когда хорошими движениями наши ребята работают в Росгвардии. Артур Гальмьянович, расскажите, сейчас какое настроение у бойцов? У бойцов настроение с первых дней, потому что это добровольцы. Они пришли действительно Родину защищать, выполнять боевые задачи. У них настроение очень хорошее, тем более у нас периодически гуманитарная помощь приходит нам. И мы с первых дней обеспечены очень даже хорошо и бронетехникой, и бронемашины, и все, что необходимо, мы обеспечены хорошо. Это Росгвардия, это мы. Батальона, 2 батальона Салавата Юлаева. То есть настроение боевое. Отпуска дают у нас. То есть периодически в отпуска по графику, не графике, кому по семейным, но все равно мы ходим в отпуска, ребята. Вот вы сказали о том, что с первых дней ощущается поддержка республики, и если в первые дни все это было с колес, где-то что-то не знали, где-то что-то не понимали, вот сейчас уже поставлено на поток. Да, у нас все уже, система уже отлажена. Это в каком смысле? То есть командиры у нас, что необходимо, заявку комплектуем и отправляем в республику, что нам именно необходимо. А именно по этим заявкам мы получаем гуманитарную помощь. Питание у нас хорошее, одевают нас хорошо. Что необходимо, нас всегда обращаемся, Радий Фарид всегда он на контроль держит. Он прямо напрямую спрашиваю, что именно нужно. Максим Васильевич всегда на контроле спрашивает, поэтому и правительство всегда интересуется, это очень приятно. У нас видят все это другие субъекты, офицеры, как к нам приезжает гуманитарная помощь, и естественно настроение от этого лучше. И у нас много других субъектов на территории, то есть наших подразделений. И видим, то есть они видят, как у нас называется башкирские, хабировские, говорят, доплата. И у них нету. Они пытались и так, и сяк, мы только своих. И это настроение поднимает, это дух, не только настроение, это поддержка. Кто как по-разному понимает, но все равно, когда семьи будут обеспечены, в первую очередь социальная поддержка семьям, это очень важно. И действительно, социальная поддержка, которая добровольцам, которые я курирую, она очень хорошо. И глава администрации, спасибо главам администрации, тоже они первый же звонок, первое же обращение, если военнослужащий просит, что необходимо семьям, они отзываются, и тут же вопрос решается. Это уже система поставлена, это уже нормально все это. Так у нас. Вы уже сказали о том, что республика выделяет выплаты, и в частности единовременная выплата сейчас выросла тоже до 1 миллиона рублей, она даже, может быть, переваливает за 1 миллион рублей. Насколько это, может быть, наверное, не воодушевляет, а поддерживает? Потому что, может быть, бойцов не всегда именно финансовый вопрос волнует, да, но как-то, наверное, спокойнее, когда дома все в порядке. Конечно. Ребят, настроение всегда, когда, да, мы защищаем Родину, но финансы тоже не... Это же дом, кто-то строится, кто-то еще что-то. Приехал, но рискуя жизнью. Мы очень благодарны Радию Фаридовичу. Этого всегда у нас всегда поддержка. В этом отношении даже финансово ребята чувствуют это.
Вот вы контролируете именно башкирские подразделения в составе Национальной гвардии. Расскажите, наверняка есть и вопросы, которые возникают у бойцов, вот, связанные с семьями. Как-то вот налаживаете вот эти контакты? Приходится их разруливать? Бывают такие? Да, бывает. Семьи. Ну, социальные вопросы, и они напрямую мне обращаются, и к командирам обращаются, потому что командиры у нас, первых, не с нами. И кого в больнице, у кого там санаторий, кого еще. Эти вопросы мы снимаем, работаем над этим. Не было того, чтобы кто-то был опрокинутый. Артур Гальмиянович, еще вот уже во многих рассказали СМИ, не только в региональных, но и федеральных, рассказывали о том, что построили молельный дом именно, мечеть. Сейчас идет строительство, да, и церкви, насколько я понимаю. Откуда возникла эта идея? Идея возникла с ребятами. Нам бревну республика отправляли для строительства блиндажей. И там у нас начали, там лишнего не бывает. Идея пришла такая. Сели, обсудили и быстро его построили, очень быстро. Мы сами удивились. Сферу мы поставили, из Чечминского района нам привезли поклонный крест. Как только установили, мы поставили мечеть. Дальше СМИ приехали со всех сторон. Потом сейчас уже поднимают недалеко, где-то 200 метров, церковню. То есть это в чем мне тоже многие вопросы задавали. Во-первых, мы местное население начали ходить, где мы находимся. Даже христиане в мечеть приходили, они приходят и молятся, потому что дом Бога. И дисциплина она укрепляет, потому что у нас вокруг очень много Министерств обороны, мы же Росгвардия, военнослужащие. Приходят, вот каждую пятницу приходят военнослужащие. Вот. И местные заходят. Сейчас, тем более, церковь начали. Кто свободно от службы, бегут туда что-то закопать, что-то перекопать, что-то поднять, что-то. Поэтому дисциплинирует это военнослужащие. А дисциплина, в первую очередь, нужна. Все равно это очень важно. То есть молельные дома не пустуют? Нет, не пустуют. Расскажите, вот вы говорили о том, что и бойцы и в отпуск периодически уезжают. И вот здесь вот важно понимать, с каким настроем возвращаются. Не приходится иногда уговаривать, может? Нет. Вот я недавно, на днях, периодически, через каждые 2 дня отправлял с отпусков. Бывает, у нас так отозвали, срочная оперативная обстановка. И не было такого, чтобы... Я немножко переживал, когда думал, сейчас с отпусков когда отозвали. Нет. Идут, приходят, уезжают. Уже как-то уже нормальное явление это уже. Нет такого, чтобы кого-то искать, кого-то еще что-нибудь. Нет. То есть такой боевой настрой? Боевой настрой у всех такой. У них, до победы. Потому что уже, наверное, все мы ждем победу, но идем туда шаг за шагом. Поэтому все будет нормально. Вы говорили о том, что в мечеть приходят даже христиане, местные жители. Вот как они относятся к бойцам? У нас взаимодействие сейчас очень плотное и с администрацией, и местными жителями. Они видят, что где, я уж так своих буду, где салават, там порядок. То есть мы даже в одном месте живем, мы же периодически там дислокацию меняем, но везде оставляем свою добрые дела. Так что с местными жителями нормальные у нас отношения. Причем порядок не только на передовой, да, но еще и помогаете соблюдать порядок, сохранять порядок. Да, у нас есть полиция, и с силовыми структурами местными у нас налажена система. А по полиции у нас тоже за лентой, там одно из направлений, мы выезжаем, там наши милиционеры, полиция, наша служба несут на блокпостах. Это тоже вдохновляет, мы взаимодействуем с ними, они на сегодняшний день очень даже хорошими отзывами, и местное население все от них хорошие отзывы. Полиция наша выполняет боевые задачи там тоже.
рискуя жизнью. Артур Гальмьянович, наверняка общаетесь еще с родными бойцов. Вот как они поддерживают, что они говорят? Родные бойцов, родственники. Бывает, пересекаетесь где-то, с ними какие-то вопросы общаются. Бывает или не всегда? Бывает. Некоторым, когда встречаюсь, он приходит провожать. Благодарю за сына, за мужа, потому что бойцы действительно, их поддерживают жены, семьи, они бывают, и на меня на связь выходят. Ну, они идут провожать, как вот они меня узнают, я их узнаю, как бы, кого-то не узнают, но по телефону мы общаемся. Ну, периодически у нас связь всегда есть с родственниками. Это нормально, уже как семья у нас, это 2 батальона, уже как семья, друг друга знаем, друг друга понимаем. Вот так у нас. У нас еще есть мобилизованный полк по поручению Ради Фаридовича. Он поставил задачу мне периодически приезжать, проверять, я же там нахожусь. И какие нужды, какие вопросы возникают, я звоню сюда, сообщаю письмо или что, всегда поддерживаем, то есть на связи с мобилизованным. И они тоже очень даже хорошо, будем говорить, воюют. Они населенный пункт за населенным пунктом берут. Кстати, Авдеевку наши взяли, мобилизованные из Башкортостана. Наши именно, мобилизованные. Первые вошли они туда. И в административное здание поставили флаг российский и башкирский. Артур Гальмьянович, такое у нас с вами интервью получилось очень душевное, несмотря на то, что мы с вами говорим о таких непростых, наверное, на сегодняшний день событиях, но это именно такие события, которые, наверное, помогают как-то расставить приоритеты. Меняются люди? Да. Как? В лучшую сторону. У нас, если про военнослужащих, да, военнослужащие меняются на глазах, они уже не те, которые первое время пришли. Они уже смотрят на жизнь посерьезнее, что ли, они уже как-то братство больше. И местное население то же самое, они меняются в лучшую сторону. Потому что, видите, дороги строят, что строят, везде открывают, школы открывают. То есть и население уже тоже лицом давно уже повернулись в нашу сторону. А бойцы, да, они уже серьезные ребята. Артур Гальмьянович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, нашли время в своем плотном графике, в своих небольших таких командировок и пообщались с нами. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.